Глава республики поставил задачу сегодня организовать штаб, организовать полностью обеспечение людей, всех, которые находятся эвакуированы, ну и, соответственно, сделать все расчеты по восстановлению сгоревших домов. Значит, у нас попало под огонь 15 домов и 8 хозяйственных строений. И 225 домов все-таки мы отстояли и сохранили эти дома. И мы нашли решение вопроса сегодня, чтобы запустить автобусную линию между Якутском и Горным Улусом, чтобы могли люди и родственники общаться, приехать или уехать оттуда. То есть многие, наверное, я думаю, родственники заберут своих родственников. И по детям сейчас определяемся, где их разместить. То либо это будет пионерский лагерь, либо это будет санаторий. Ответственные убыли сейчас в Горный и займутся полностью обеспечением всех эвакуированных, которые находятся. Важно, чтобы еще не подцепить вот эту ковидовскую болезнь. Важно, чтобы люди себя чувствовали защищенными, сытые, одетые. Все должно быть обеспечено. Поэтому мы все усилия направили. Соответственно, мы с центром Горного сегодня налаживаем связь, сделаем устойчиво, чтобы была связь, чтобы могли все родственники узнать, как нахождение, что, чего, чтобы могли между собой общаться. Команду я дал такую, чтобы все провайдеры подключились и сделали увеличение этого трафика, чтобы там не завис интернет. Соответственно, задача сегодня накормить, то есть мы направили и готовим кухню. Ну и, соответственно, сегодня Минстрою поставлена задача рассчитать восстановление всего этого села. Село мы не будем закрывать, мы будем строить, то есть найдем сейчас место, где новое, и будем восстанавливать все дома. Делать, чтобы село жило дальше, работало. Поэтому правительство деньги под это выделит и, соответственно, все обустроит.